Сериал «Игра престолов» — это настоящий визуальный пир. Его создатели, особенно художники, постановщики и операторы, вдохновлялись историей классической живописи для создания атмосферы. Давайте посмотрим, в каких лучших кадрах и моментах «Игра престолов» цитирует великих художников. Больше всего отсылок к изобразительному искусству у Санса Старк, особенно взглядом и мимикой. Санса Старк — это, пожалуй, самый живописный персонаж всего сериала. Если ее сестра Ария — это такая, знаете, динамика и действие, то Санса — это созерцание, символизм и статичная эстетика. Вот поэтому ее мимика, ее взгляд так сильно резонирует с искусством. Ее путь от наивной, скажем так, пташечки, которая вылетела из гнезда и стала королевой Севера, он буквально прописан через визуальные коды классической живописи. В сезонах, где Санса Кларк находится в плену в Королевской гавани, ее лицо часто освещено так, как на полотнах мастеров Ренессанса и барокко. Ее задача была передать зрителю взгляд Мадонны и скорби. Кротко склоненная голова, взгляд из-под лобья или направленный вверх полные слез глаза. Это прямая отсылка к образу скорбящей матери. Рыжий цвет волос Сансы – это ключевые визуальные маркеры. В XIX веке братство прерафаэлитов сделало рыжеволосых женщинам символом трагической красоты и таинственности. А вот момент красоты среди кошмаров – это кадры сцены, когда Джейми Ланнистер посвящает Бриенну Тарт в рыцари. Она мечтала об этом всю свою жизнь. Кстати, актриса признавалась, что она считает эту сцену одной из лучших во всем сериале. На этом моменте много кто плакал. Сценарист этого эпизода явно вдохновлялся культовой картиной. Вы знали, что самая эпичная сцена «Игры престолов» — это на самом деле ремейк Шрека. Это встреча Джона Сноу с драконом и знакомство осла с его будущей женой. Композиция кадра, движение головы, взгляд — все точь-точь в один, как в мультике. И Джейми Ланнистер, он тоже очень сильно напоминает прекрасного принца из Шрека. Думаете, это совпадение? Не думаю. Слева культовый автопортрет Курбе в образе отчаявшегося человека. Справа Джон Сноу, когда он оживает. Помните этот момент? На его лице мы как бы видим отражение отчаяния того же Курбе. Он в этой сцене снова осознает, что потеряет все, что ему дорого. Очевидно, что у создателей «Игры престолов» под рукой была книга работ Джона Уильяма Уотерхауса. Здесь мы видим Маргари Тиррелл, которая копирует позу модели Уотерхауса из картины «Души розы». Режиссер Мигель Сапочник, он признавался, что при создании «Битвы бастардов» он вдохновлялся не только историческими битвами, например, такими битвами, как при Каннах, но и он также говорил, что вдохновлялся классической батальной живописью. «Битва бастардов» считается одной из самых лучших батальных сцен в истории телевидения. И именно потому, что она уходит от голливудских привычных нам глянцевых битв в сторону гиперреализма и классического искусства. В частности, он вдохновлялся итальянским художником Паоло Учелло и его геометрией хаоса. Учелло в битве при Сан-Романо был одержим перспективой. Да, вот посмотрите, это потрясающе, что-то уникальное, да, в истории живописи. И в сериале мы видим это проявление в кадрах с копьями в этом тесном строю, когда щиты Болтонов смыкаются вокруг войска Джона Сноува, и создается вот эта строгая, почти математическая безысходность, что на полотнах Учелло мы и видим, да, чем и вдохновлялся режиссер. Это не просто драка, это машина смерти. Режиссер «Битвы бастардов» использовал секрет художников Возрождения, чтобы заставить нас почувствовать клаустрофобию. Режиссер вдохновлялся этим полотном художника. Оно классический пример того, как копья, щиты создают
такую, знаете, сетку и ощущение тесноты на поле битвы. В сериале это прямо доведено до абсолюта. В сцене, когда фаланга Болтонов сжимается в кольцо вокруг войска Джона Сноу, и затем он пытается выбраться из-под горы тел, задыхаясь в тесном пространстве. Еще одна работа, которая была референсом. Посмотрите, люди здесь перестают быть личностями. Они становятся просто массой, живым мясом, которое давит и душит. На фреске 15 века нет горизонта, нет воздуха, только сплошная стена из тел и мучений. В битве бастардов использован тот же композиционный прием. Камера находится внутри толпы, на уровне глаз, создавая у зрителя паническое чувство нехватки кислорода. Джорах Мормонт в роли солдата в золотом шлеме, но без шлема. Все золото забрали ланнистеры, да? Посмотрите, какое здесь поразительное сходство. Нос насколько похож, выразительные губы и глаза. Ну прямо точь в точь. К слову, на этой картине аллегория бога войны Марса. Ну, в таком, знаете, драматичном человеческом облике. Довольно непривычное изображение бога войны, да? И как он, главный персонаж, да, первый рыцарь королевы, есть связи. Ну а тут, я думаю, все заметили в этом персонаже архетип и историю правления безумного наследника. Даже внешне актера подобрали под Калигулу. Это архетип безумия. Как и Кейтлин, Джорджиана была не просто тенью своего знаменитого супруга. Оба персонажа и в жизни занимались делами и имели железный характер. На их плечах лежала забота о людях. Джорджиана активно занималась политикой, поддерживала права рабочих и женщин. Даже композиция портрета символична. На заднем плане видны дети Бёрн-Джонсов. В центре торжественная фигура матери, которая, подобно Кейтлин Старк, является настоящим стержнем семьи. Ее взгляды были настолько радикальны для жены баронета, что соседи просто ее не понимали. Это напоминает Кейтлин, которая, оставаясь хранительницей традиций, совершала смелые политические ходы ради своей семьи. История и искусство и здесь доказывают, что настоящая сила часто одета в строгое темное платье с крошечным воротником. Таких невероятно похожих главных героев на персонажей в известных картинах очень-очень много в сериале. Можно еще очень долго говорить об этом. В «Игре престолов» нет случайных кадров. Каждый раз, когда вы чувствуете мурашки от красоты сцены в этом сериале, то будьте уверены, скорее всего, вы смотрите на какой-то оживший шедевр из Лувра, Уффици или Прадо.